Добрый день. Вопрос, который стоит у вас на повестке сегодня. Администрация города готовила его. По результатам первого квартала финансовым показателям по поступлению в бюджет, проанализировав тенденцию, которая прошла в апреле месяце и которая идет в мае, мы можем говорить о том, что сложные периоды бюджетного года мы на данном этапе прошли. Сложно имеется в виду тогда, когда у нас межсезонье, так называемое, да, там не продаем активно сельскохозяйственную продукцию, туристов у нас в это время мало очень, поэтому каких-то дополнительных сверхбюджетных поступлений особо не ожидаем. Несмотря на это, всем службам, в первую очередь налоговой службе города Сухум, удалось выполнить и перевыполнить все задания, которые у них были. Поэтому мы пришли к вам с предложением о том, чтобы можно было перераспределить средства, которые были сэкономлены в прошлом году, и направить их в этом году на выполнение отдельных видов работ, услуг и так далее. В первую очередь, что хочу сказать, что, как известно, у нас 2023 год юбилейный по празднованию 30-летия Победы. И я вас как-то в начале года уведомлял о том, что администрация города планирует восстановить литерные вещи. Это такие серьезные объекты, как объект фуникулер, Красный мост, парк имени Тараса Мироновича Шамба. Из крупных также улицу имени Ластаговича Арзымба и улицу именем 30 сентября. Ну и помимо этого вы видели в представленном нами реестре, какие виды работ уже выполнены в этом году и какие планируются работы выполнить до конца года. Поэтому, учитывая, что ранее был представлен реестр, очень надеемся на вашу поддержку и что мы общими усилиями сможем добиться выполнения хотя бы этих поставленных. Почему говорю хотя бы этих поставленных задач? Потому что, как говорится, обязательств очень много у администрации, да, по ремонтно-восстановительным работам, по оказанию материальной помощи, ну и не говоря уже о текущих расходах постоянного содержания предприятий, которые работают в рамках администрации города. Надеюсь, что вы нас поддержите. Я думаю, что общими усилиями, еще раз повторюсь, если у нас будут хорошие показатели по результатам 9 месяцев, мы сможем вернуться еще раз к пересмотру каких-то возможностей для того, чтобы можно было еще сделать много хорошего у нас в городе. Такие показатели вы сами видите по цифрам, да, по городу никогда не было. Мы, конечно, немножко с опаской к этому относимся, что нам удастся все это сделать. Но еще раз повторюсь, общими усилиями, думаю, у нас все получится. Коллеги, сегодня мы с вами принимаем беспрецедентный объем работ, запланированный на 2023 год. В его составлении принимали участие практически все депутаты. Перечень состоит из исторически значимых объектов, таких как Абхазский двор, Центральный парк имени Тараса Шамба, всеми нами любимая Сухумская гора Фуникулер, улица 30 сентября, расположенная в новом районе, часть улицы Арзымба. Также много лет не ремонтируемая площадка по улице Дзидзария, рядом с заправкой Азит. Всего 92 объекта на сумму более 300 миллионов рублей. Мы понимаем, что объектов в городе Сухум, требующих ремонт, намного больше. Но я уверен, если мы продолжим вместе с администрацией города Сухум, с налоговыми органами города Сухум, в дальнейшем плодотворно совместно работать, жители почувствуют результат. Я ставлю, с вашего позволения, данный вопрос на голосование и прошу поддержать данные изменения в бюджет на 2023 год. Кто за внесение изменений в бюджет? Так, насколько я вижу, единогласно, да?